Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Так звучит тема нашего интервью. И мой гость сегодня – это управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Марина Герман. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Расскажите, в чем заключаются задачи обязательного социального страхования от профессиональных рисков? Прежде всего, задача социального страхования от несчастных случаев на производстве, она связана с социальной защитой застрахованного, то есть работающего по трудовому договору. Федеральный закон, 125-й федеральный закон от несчастных случаев на производстве был принят для обеспечения социальной защиты застрахованных граждан. Был разработан также порядок обеспечения застрахованных граждан, какие меры поддержки должны были предоставить застрахованному, получившему трудовое увечье на производстве. И более детально уже дополнительными нормативными актами регулировался этот федеральный закон. Но все-таки происшествие на работе – это ситуация чрезвычайная и влечет правовую ответственность должностного лица. Организация может быть подвержена материальной ответственности при получении работникам травмы, заболеваний и других тяжких последствий. Бывают ли случаи, что работодатель пытается скрыть факт происшествия на работе? И всегда ли вы узнаете о несчастном случае, произошедшем на производстве? Конечно же, страхователи, то есть работодатели, бывает умышленно, неумышленно, непреднамеренно совершают сокрытие несчастного случая, но это достаточно редко. Мы работаем с больницами, мы сейчас видим электронные листки нетрудоспособности, и если в лечебное учреждение поступает пострадавший на производстве в тяжелом состоянии, то для заключения контракта на лечение больница сразу же выходит, связывается со структурным подразделением регионального отделения по району, в зависимости, в каком районе произошел этот случай. Далее уже наши специалисты, уполномоченные, связываются с работодателем. В данном случае, конечно же, сокрыть такой случай невозможно. Как правило, по незнанию работодатель может не рассматривать легкий несчастный случай, который может быть потом привести впоследствии к заболеваниям самого работника. И в ходе расследования выяснится, что да, действительно был такой несчастный случай, легкий, который не расследовался. Но это достаточно нечасто происходит. В основном работодатели соблюдают порядок при несчастных случаях на производстве. Но говоря о расследовании, расскажите, какой алгоритм расследования несчастных случаев на производстве? Как только происходит несчастный случай на производстве, работодатель в течение суток направляет извещение в региональное отделение в установленной форме. Там он прописывает, какая ситуация, при какой ситуации произошел случай, что повреждено у работника, какую травму он получил, была ли это легкая травма, был ли это групповой случай, был ли это еще и плюс смертельный случай бывает. Вся эта информация отражается в этом извещении. Следующее, незамедлительно образовать должен работодатель комиссию, независимо от того, был ли это легкий случай, тяжелый, либо со смертельным исходом. Поскольку в данном случае при рассмотрении уже комиссия определяет, это связано с производством, либо не связано с производством. Если это тяжелые групповые смертельные случаи, в комиссию также включаются помимо работодателя представители профсоюза, Федерации профсоюзов, обязательно трудинспекция, обязательно специалист регионального отделения,
Если смертельные, тяжелые случаи, групповые, входят в комиссию, также в прокуратуру. И созданная комиссия собирает материалы по данному делу. Есть определенные сроки. Если в установленные сроки комиссия не укладывается собрать документы, то сроки продляются. И в данном случае страховщик, то есть Фонд социального страхования совместно с трудинспекцией выполняет здесь функцию контролера и напрямую отрабатывает с работодателем, чтобы полный пакет документов для расследования данного несчастного случая был предоставлен в региональное отделение в трудинспекции. Ну вот вы упомянули смертельные случаи, какие-то тяжелые травмы. Какие еще несчастные случаи подлежат обязательному расследованию? Обязательному расследованию подлежат все случаи, которые произошли на производстве и которые произошли с работником, который участвовал в производственной деятельности работодателя, то есть при исполнении своих трудовых обязанностей. Либо он выполнял какую-то работу по поручению работодателя, а также он осуществлял какие-то иные правомерные действия, обусловленные трудовыми отношениями с работодателем, либо совершал их в их интересах. Например, произошел несчастный случай при направлении работника в командировку. Да? В данном случае работодатель направил работника в командировку, и произошедший несчастный случай будет тоже квалифицироваться как связанный с производством. Конечно, отдельной темой рассматриваются работники, с которыми были заключены гражданско-правовые договоры. Мы их тщательно квалифицируем и рассматриваем, чтобы прописано было обязательное условие в данном договоре гражданско-правовом, что за этого работника уплачиваются страховые взносы от несчастных случаев на производстве. Если страховые взносы от несчастных случаев на производстве работодатель по гражданско-правовому договору не уплачивал, в данном случае работник не подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Соответственно, он выплат никаких не получит, и страховое обеспечение дальнейшее не будет осуществляться в отношении данного работника. Если говорить о лицах, которые подлежат обязательному социальному страхованию, да, поскольку мы затронули эту тему, то это физические лица, которые выполняют работу на основании трудового договора, заключенного с работодателем, физические лица, которые осуждены к лишению свободы, но привлекаемые к труду работодателем, и физические лица, как я уже сказала, по гражданско-правовому договору, но с обязательной оговоркой уплаты страховых взносов. Ну вот а как устанавливается, все-таки травма это была производственная или бытовая? И особенно актуален этот вопрос в текущих условиях, когда очень многие перешли на удаленный режим работы. И будет ли считаться травма производственной, если человек, находясь дома, но выполняя свою работу, получил ту или иную травму? Вот как раз-таки во время расследования комиссия и выявляет все стороны совершившегося несчастного случая, страхового случая, пока мы его так называем, когда работник получил травму, опрашиваются очевидцы этого происшествия, опрашиваются лица, которые допустили нарушение требований охраны труда. И когда комиссия получает всю необходимую информацию, по возможности, конечно же, с учетом объяснений пострадавшего, на основании собранных всех материалов, комиссия уже квалифицирует это, связано это с производством, либо это не связано на производстве. С учетом современности и актуальности, то, что работники сейчас практически половина, 50% должны быть направлены на удаленные рабочие места, вопрос до конца не урегулирован, но при этом, если в дополнительном соглашении, когда работник направляется на удаленную работу,
И в данном случае, в данном дополнительном соглашении прописывается информация о том, что он подлежит страхованию на удаленной системе, то такие несчастные случаи, которые произошли именно дома, а поскольку дом является для работника, работающего на удаленном, ну, либо дом, да, либо еще какое-либо другое место удаленное, конечно же, эти случаи будут рассматриваться и связываться с производством. То есть там должна быть опять комиссия будет рассматривать, пояснения от работника запрашивать, при каких случаях эта травма произошла, и дальше квалифицироваться уже связанное с производством, либо нет. И далее уже заключение делается комиссией регионального отделения, либо он будет страховым, и далее уже все последствия соответствующими выплаты, либо будет признан нестраховым, и, естественно, тогда выплаты не будут осуществляться. Вот если произошел смертельный случай, то какую поддержку оказывает государство в лице Фонда социального страхования членам семьи? Конечно, это трагедия всегда, когда происходят несчастные случаи на производстве. В данном случае государство гарантирует поддержку членам семьи, которые находятся на иждивении погибшего на производстве. Данная сумма составляет 1 миллион рублей. Если иждивенцев несколько, то сумма 1 миллион рублей делится пропорционально на каждого члена семьи. Кроме этого, это как единовременная выплата считается. Далее уже члены семьи, имеется в виду несовершеннолетние дети, либо родители, либо супруг пострадавшего в связи со смертельным несчастным случаем на производстве, устанавливаются выплаты детям несовершеннолетним, если они продолжают учиться, то до момента окончания обучения, исходя из заработной платы умершего, работающего и получившего смертельную травму. Вот такая поддержка. Ну, безусловно, что предупредительные меры имеют первостепенное значение в деле снижения профессионального риска и сокращения числа страховых случаев. В этом направлении какая работа проводится региональным отделением Фонда социального страхования? Конечно же, задачей обязательного социального страхования от несчастных случаев на производство и является обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. С момента принятия федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве Фонд социального страхования осуществляет, скажем так, поддержку работодателям, страхователям в части финансирования предупредительных мер, то есть те меры, которые могут быть направлены на сокращение производственного травматизма. Размер этот 20% составлял. С прошлого года он составляет 30%. 10% добавили на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Но прежде всего это меры какие? Средства индивидуальные, на что потратить может работодатель эти денежные средства? На периодические медосмотры, на средства индивидуальной защиты. И перечень достаточно широк, и вот в ситуации по ковиду работодатель в этом году мог получить финансирование предупредительных мер в части масок, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, это в части обработки рук гигиенических. И больницы могли получить, конечно же, средства индивидуальной защиты. Это, как мы говорим, полностью обмундирование, все для защиты от ковида. Ну вот, кроме выплаты в случае гибели сотрудника на производстве, то страховое обеспечение по данному виду социального страхования какие еще включает виды денежных выплат? Обеспечение по страхованию осуществляется в виде, в первую очередь, когда человек получает травму,
Это пособие по временной нетрудоспособности. Оно назначается в связи со страховым случаем и выплачивается в 100% размере. Если по временной нетрудоспособности, по болезни, да, у нас есть ограничения, то по несчастным случаю на производстве временная нетрудоспособность оплачивается 100%. Далее в виде страховых выплат. Это ежемесячные выплаты, это единовременная выплата в связи с несчастным случаем на производстве. Это в виде дополнительных расходов на медицинскую, на профессиональную, на социальную реабилитацию. Если говорим о медицинской реабилитации, то, например, после тяжелого несчастного случая сразу же назначается менеджер, работник, получивший тяжелую травму на производстве, направляется в медицинское учреждение на лечение, и все лечение в стационаре оплачивается за счет средств фонда социального страхования. Далее идет поддержка какая? Приобретение лекарственных препаратов, посторонний специальный бытовой медицинский уход, проезд застрахованного к месту лечения, к месту санаторно-курортного лечения, к месту протезирования, само протезирование. Далее обеспечение транспортным средством, если рекомендовано медико-социальной экспертизой, а также профессиональное обучение. Если человек получил травму и не может уже работать по своей специальности за счет средств фонда социального страхования, за счет страхования от несчастных случаев на производстве, мы осуществляем подготовку, переподготовку, профессиональное обучение и помогаем устраиваться на работу. То есть мы даем дополнительный стимул для того, чтобы работник, получивший травму, не порождал у него вот этих иждивенческих настроений, и человек смог дальше продолжать трудиться и обеспечивать свою семью. Ну, ситуации бывают разные. Но вот как рассчитывается размер ежемесячной страховой выплаты, если перед наступлением страхового случая работник, например, проработал менее одного полного месяца? Для расчета, конечно, чтобы рассчитать ежемесячную выплату, необходимо предоставить пакет документов, и в том числе работодатель предоставляет нам информацию о заработной плате. И, как правило, бывают такие случаи, да, что неполный месяц отработан, и тогда нам предоставляет работодатель какой-то условный заработок, да, рассчитывает его, как будто бы работник отработал этот полный месяц, предоставляет нам эту информацию, и мы уже берем ее за основу для расчета. Я хотела бы еще остановиться на размерах ежемесячной, да, предельная ежемесячная сумма по страховой выплате составляет 79 602 рубля. Единовременная выплата при страховом случае от несчастных случаев на производстве составляет в 2020 году 103 527 рублей. Это с учетом северных надбавок и районном коэффициенте. Это максимальная сумма. Ну и дальше уже выплаты ежемесячные получают в зависимости и от процентов утраты трудоспособности, и от, конечно же, заработной платы. Марина Евгеньевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо вам. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний мы говорили сегодня с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Саха-Якутия Мариной Герман. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.